Настоящий ажиотаж у Сыктывкарах всех поколений вызвала акция, которую в Международный женский день впервые устроили участники военно-патриотического движения «Юнармия». Совершенно случайные прохожие бесплатно получали от школьников, облаченных в униформу, букет ароматных цветов и оригинальные открытки со стихами местных поэтов. 840 тюльпанов одновременно раздавали в 5 точках города. Праздничный повод стал для недавно зародившейся организации еще одной возможностью донести информацию о себе и о той работе, которую они проводят на благо Отечества. К слову, юнармия – это ведь обычные подростки, просто пожелавшие примерить на себя не только образовательные стандарты, но и те, что входят в так называемую допризывную подготовку. Цель движения – это воспитание патриотов, ребят, чтобы они были активными, чтобы они чем-то занимались. Мы стараемся давать им правильные знания, историю, географию, изучение родного края. 8 марта – Международный женский день. У нас ребята юнармейцы, есть мальчики и девочки. Мы вывели специально мальчиков, чтобы они от лица юнармии, от лица Министерства обороны частично поздравляли женщин с этим праздником. А сотрудники ГИБДД в этот день устроили для лучшей половины человечества тест на знание правил дорожного движения. 11-й год подряд каждый, кто пожелал, прошел конкурс по автомногоборью, где не только важна скорость, сколько качество всех выполняемых заданий. Всего заявилось 14 участниц, именно столько вспомнить когда-то сданные экзаменационные задания и продемонстрировать свое водительское ремесло строгому жюри не побоялась. У нас к участию в нашем автомногоборье допускаются участницы, которые имеют водительское удостоверение. Принимают они участие на своей автомашине, которая должна быть технически исправной, естественно. У нее должен быть страховой полис ОСАГО. Значит, элементы у нас такие, как сдают во время сдачи практического экзамена в ГАИ. И, естественно, теоретические экзамены. Такие же у нас правила дорожного движения, то есть участницы сдают билеты ПДД. Примечательно, что по статистике дорожных инспекторов в условиях реальных экзаменов именно девушки быстрее справляются с такими заданиями. Аккуратнее они перемещаются и в пределах населенных пунктов, да и в аварийные переделки попадают гораздо реже мужчин. Отчасти, конечно, потому что их меньше за рулем.